Ну и давайте откроем первую задачу. Так, у нас имеется дробь 2а плюс 1 на а минус 1. При каких натуральных m эта дробь будет принимать целое выражение? При каких а натуральных эта дробь будет равна целому числу? Так. Посмотрите, ребята, как делается такое задание. Во-первых, ребята, мы говорим, что дробь 2а плюс 1, а минус 2 – это целое число. То есть числитель должен делиться на знаменатель. Числитель должен делиться на знаменатель. Есть такой хитрый прием, когда от числителя отнимаем знаменатель. От числителя отнимаем знаменатель, и получившееся выражение должно делиться на а минус 2. При вычитании этих выражений у нас получается выражение вида а плюс 3. Так, затем мы эту процедуру повторяем. От получившегося выражения а плюс 3, вычитаем а минус 2. И оно тоже должно делиться на знаменатель а минус 2. При разности этих выражений у нас получается 5, которое должно быть кратно знаменателю а минус 2. Так, теперь давайте рассуждать таким образом. На какие числа можно разделить 5? 5 у нас делится на плюс-минус 1 и на плюс-минус 5. Значит, знаменатель а минус 2 должен быть равен плюс-минус 1 плюс-минус 5. Так, еще раз, ребята, проговариваем. Для того, чтобы найти целочисленное значение а, какое будет целое значение этого выражения при а натуральных, мы от числителя отнимаем знаменатель. Получаем а плюс 3, которое должно делиться на а минус 2. Мы эту процедуру продолжаем до тех пор, пока не получится число конкретное. Поэтому от получившегося выражения еще раз отнимаем а минус 2. В результате после вычитания у нас получается 5. 5 должно делиться на а минус 2. А как мы знаем, 5 делится на плюс-минус 1 и на плюс-минус 5. И рассматриваем 4 случая. Пусть знаменатель а минус 2 равен единице. Если а минус 2 равно единице, то у нас получается а равно 3. А равно 3. Подставляем нашу тройку в эту дробь. Так, звук отключите, пожалуйста. Подставляем нашу тройку в эту дробь. 2 умножить на 3 это 7. 7 нам подходит. 7 это целое число. Значит, такой ответ нам подходит. Следующий случай. Звук отключите. Так, следующий случай, ребята, знаменатель приравниваем минус единице. К минусу 1 прибавим 2, получаем а равно единице. Подставляем единицу в нашу дробь, у нас получится минус 3, которое в свою очередь является целым числом.
То есть это условие нам удовлетворяет. Теперь берем знаменатель а минус 2, приравниваем 5. К 5 прибавляем 2, получаем а равно 7. Подставляем семерку в нашу дробь. У нас получается в результате 3, которое тоже является целым числом. Теперь берем четвертый случай а минус 2 равно минусу 5, а получаем минус 3. Но как вы знаете, ребята, минус 3 это не натуральное число, поэтому этот случай нам не подходит. И тогда в результате мы пишем ответ дробь 2а плюс 1 а минус 2 является целым числом при а равном единице, а равном 3 и а равном 7. Так, ребята, алгоритм решения такого задания еще раз повторяю. От числителя отнимаем знаменатель. Оно должно делиться на знаменатель. Получаем выражение а плюс 3, которое должно быть кратно а минус 2. Повторно от получившегося выражения отнимаем а минус 2, которое тоже должно делиться на знаменатель. Получается у нас 5, которое должно делиться на а минус 2. 5 у нас делится на плюс-минус 1 и делится на плюс-минус 5. Тогда мы берем знаменатель а минус 2 и подставляем плюс-минус 1 и плюс-минус 5. И после подстановки мы получаем, какое же число нам дает целый ответ. Так, вот это первое задание, которое было предложено на едином государственном экзамене. Сейчас я вам дам аналог этого задания. При каких натуральных n дробь 3а плюс 1 делится на а минус 4. Вот это задание можете потом самостоятельно прорешать. Так, хорошо. Переходим к следующему заданию. Тоже у нас имеется дробь 18n плюс 1 разделить на 45n плюс 1. И нам требуется доказать, что эта дробь несократима. Дробь когда несократима? Когда наибольший общий делитель числителя и знаменателя равен 1. Так, значит, мы действуем по такому принципу. Наибольший общий делитель числителя и знаменателя, предположим, есть некоторое число а. Тогда и числитель, и знаменатель должны делиться на это число а. Так, что мы с вами делаем? Наша цель – уничтожить n. Для этого мы числитель умножим на 5, а знаменатель умножим на 2. Так, чтобы здесь были одинаковые выражения 90n и 90n. Если мы раскроем скобочки, перемножим и раскроем скобочки, у нас получается в результате 3. Разность получается 3. И оно должно делиться на какое-то число а. А 3 на какие числа делится? 3 делится на единицу или на само себя. Тогда мы предполагаем, что если у нас так мы видим наглядно, что числитель 18n плюс 1 не может делиться на 3. Не делится на 3.
тогда числитель может делиться на единицу. То есть мы с вами доказали, что наибольший общий делитель этих чисел равен 1, и значит наша дробь, данная дробь несократима. Данная дробь несократима. Так, еще раз повторим алгоритм решения этой задачи. Если дробь несократима, значит наибольший общий делитель должен быть равен единице. Предположим, что наибольший общий делитель есть некоторое число, тогда и числитель, и знаменатель делятся на это число. Применяем такой способ решения, когда нужно преобразовать разность числителя и знаменателя таким образом, так, чтобы n у нас взаимно уничтожилось. А это происходит в том случае, если мы числитель умножим на 5, а знаменатель на 2. В результате получаем разность этих выражений 3. А как вы знаете, 3 у нас делится на единицу, либо само на себя. Видим, что 18n плюс 1 не делится на 3, значит оно делится на единицу. И мы приходим к выводу, что наибольший общий делитель числителя и знаменателя равен 1. Значит, данная дробь несократима. Так, хорошо, ребята. Мы разобрали такое задание. Переходим к третьему заданию. На какие числа может быть сокращена дробь, где n натуральное число? Так, алгоритм решения у нас будет вот такой. Пусть числитель делится на какое-то число d, знаменатель делится на какое-то число d. Наша цель так, чтобы n у нас уничтожилось. Поэтому числитель умножаем знаменатель умножаем на 2, а числитель умножаем на 3. Вычитаем. Получается у нас от 20 отнимаем 18, это будет 2. То есть наибольшее число, число натуральное, на которое может быть сокращена эта дробь, это d равное 2, где n это любое четное число. n это любое четное число. Можно сделать проверку. Пишем проверка. Можно, конечно, быть способом привести решение способом подстановки или подбором сделать. Ну, давайте проверим. Если мы числители n возьмем 2, допустим, любое четное число, а в знаменателе тоже возьмем 2, n возьмем 2, тогда числитель у нас получается 10, знаменатель 16. А это дробь, которую можно сократить на 2. То есть при любом n четном эту дробь можно сократить на 2. Вот этот хитрый прием, который нам дает натуральное значение разности этих выражений, может нам способствовать при решении этой задачи. Так, следующее, 4-е задание. Имеется дробь 3а плюс 5b разделить на 5а плюс 3b. Известно, что а и b это натуральные числа, и они взаимно просты.
и дробь сократима на некоторое натуральное число d, отличное от единицы. Найдите, на какое наибольшее возможное d можно сократить эту дробь. Так, значит, d это у нас наибольший общий делитель числителя и знаменателя. Так, здесь возможно таким образом поступить. Если мы хотим уничтожить а, то числитель умножаем на 5, а знаменатель умножаем на 3. А у нас взаимно уничтожается. И от 25b отнимаем 9b. Получаем 16b, которое должно быть кратно на d. Должно делиться на d. Теперь таким же образом мы уничтожим b. Тогда у нас получается, после того, как b уничтожится, взаимно уничтожится, от 25а отнимаем 9а, получаем 16а. Ну, как мы видим, и числитель, и вот это выражение, и это выражение должно быть кратно d. Исходя из этого, мы делаем вывод, что по условию а и b у нас взаимно простые числа, значит 16 должно делиться на d. 16 должно делиться на d. А нам требуется найти наибольшее возможное d. И мы рассуждаем, что при наибольшем d равном 16 разность числителя и знаменателя нам дает выражение 2 умножить на b минус a, которое должно делиться на d. При d равном 16, если d мы возьмем равную 16, получается после сокращения выражение b минус a должно делиться на 8. И путем подбора мы можем набрать такие числа, допустим, b равно 9, a равно 1. Подставляем вместо a единицу сюда, а вместо b подставляем 9. Получается 3 умножить на 1 это 3, 5 умножить на 9 это 45. К 3 прибавим 45, это 48 числителей. В знаменателе также подставляем 5 умножить на 1, 5, плюс 27, это будет 32. Получается дробь 48 32, которую можно сократить на 16. Так, вот этот вот принцип решения, ребята, намного облегчает нашу ситуацию. Было две переменных а и b, и мы поочередно уничтожали вначале а уничтожили, а затем уничтожили b. В обоих случаях у нас получается 16 умножить на b и 16 умножить на а. Так как а и b у нас взаимно просты, значит d возьмем, наибольшее d это 16. И так как у нас после вычитания от числителя знаменателя получается удвоенное произведение b минус a, при условии, что d равно 16, мы это выражение делим на 2 и получаем b минус a равно 8. Ну и теперь подбираем такие значения, которые дают нам при вычитании 8. Нам подходит только девятка и однерка. И мы убедились, что эту дробь можно сократить на 16. Так, следующее задание
Докажите, что это число делится на 440. 21 в степени 2012 плюс 439 в степени 2011. Так, мы вспоминаем свойства степеней. При этом 21 в степени 2012 мы его представим как 21 в квадрате, да еще в 1006 степени. 21 в квадрате это 441. 441 в 1006 степени. А нам нужно доказать, что оно делится на 440. Поэтому 441 представим как 440 прибавить 1. Так, рассуждаем далее. 441 в 1006 степени это 440 плюс 1 в 1006 степени. После раскрытия скобочки у нас получится выражение 440 умножить на k плюс 1. Так, почему так происходит? Посмотрите, ребята. Любое выражение а плюс 1 в некоторой степени n можно представить как а умножить на некоторое число k плюс 1. Вот это у нас правило, ребят. Тогда во втором случае мы смотрим вот это выражение. 439 можно представить как 440 отнять 1, которое в свою очередь преобразуется как 440 умножить на n отнять 1. Теперь складываем эти выражения. Единицы у нас взаимно уничтожаются. 440 выносим за скобку. И приходим к выводу, что вот это выражение делится на 440. Так, вот следующее задание про Машу и Наташу, которые делают фотографии. Каждый день каждая девочка делает на одну фотографию больше, чем предыдущий день. В конце фотосессии Наташа сделала на 935 фотографий больше, чем Маша. Могло ли это произойти за 5 дней? Так, давайте сделаем таблицу. Пусть Маша у нас в первый день сделала X фотографий, Наташа сделала Y фотографий. И каждый день делает на одну фотографию больше. То есть во второй день получается X плюс 1, Y плюс 1. Тогда на n-ный день получается X плюс n минус 1, Y плюс n минус 1. Это у нас арифметическая прогрессия, в которой мы должны найти сумму n членов. Воспользуемся вот этой формулой суммы арифметической прогрессии. 2а1 плюс d умножить на n минус 1 разделить на 2 умножить на количество дней на n. По условию у нас А1 это x у Маши. Сюда подставляем x. D у нас равно единице. Сюда подставляем единицу. Получаем 2х плюс n минус 1 поделить на 2 умножить на n. У Наташи та же ситуация, только у нее y фотографий. И спрашивает, может ли Наташа сделать на 935 фотографий больше, чем Маша?
То есть мы от количества фотографий Наташи отнимаем количество фотографий Маши. При разности этих выражений у нас остается y минус x, умноженное на n. И это мы приравниваем 935. И вопрос первый: могло ли это произойти за 5 дней? Подставляем вместо n 5 и должны убедиться, что 935 делится на 5. Да, получается. То есть каждый день Наташа делала на 187 фотографий больше, чем Маша. Это условие выполняется. Если же мы разберем пункт В за 9 дней, то должны убедиться, что 935 делится на 9. Так, а какой признак делимости на 9? Сумма цифр числа должна делиться на 9. К 9 прибавим 3, это 12. 12 и прибавим 5, это 17. 17 на 9 не делится, значит, это не могло произойти. Хорошо. И следующая задача у нас. Все члены конечной последовательности являются натуральными числами. Каждый член этой последовательности, начиная со второго, либо в 13 раз больше, либо в 13 раз меньше предыдущего. Сумма всех членов равна 6075. Может ли последовательность состоять из двух членов? Так, давайте представим себе такую ситуацию. Первое число у нас А, второе число в 13 раз больше. К А прибавим 13А, мы получаем 14А, где сумма этих чисел должна равняться 6075. Но наше число 6075 не делится на 14, поэтому эта ситуация невозможна. И приходим к выводу, что последовательность не может состоять из двух членов. Вот достаточно простое задание, которое нам дает 1 балл. А когда мы проверяем ЕГЭ, работу ЕГЭ, многие выпускники делают 18-е задание, пункт А. Многие выпускники делают. Так, теперь посмотрим пункт Б. Первое число у нас А, второе число в 13 раз больше, а третье число в 13 раз меньше. Суммарно это получается 15А. И где сумма 6075 делится на 15. А получаем 405 и делаем проверку. Первое число 405. 405 умножаем на 13. 5265. 5265 делим на 13. Это 405. То есть последовательность может состоять из 3 членов. Пункт А и пункт Б нам дают суммарно 2 балла. Так, ну и следующее, последнее задание давайте разберем. Возрастающие последовательности натуральных чисел, каждые 3 последовательных члена образуют либо арифметическую, либо геометрическую прогрессию.
Первый член последовательности равен единице, а последний 2046. Может ли в последовательности быть 3 члена? Так. Значит, возьмем такую последовательность, которая состоит из 3 членов, где по условию первый член равен единице, второй член, неизвестное число а третий член это 2046. Так, в случае, если это выражение, если это последовательность арифметическая прогрессия, то надо воспользоваться правилом, ребята. В арифметической прогрессии второй член равен среднему арифметическому первого и третьего. То есть, если мы сюда двоечку перенесем, удвоенное произведение второго члена должно равняться сумме двух крайних. А это у нас нечетное число, которое на 2 не делится. Значит, эта ситуация невозможна. Если же это геометрическая прогрессия, ребята, тогда в случае с геометрической прогрессией второе число должно равняться корню квадратному b1 умножить на b3. Вот эти правила вы должны знать, ребята. Это правило. То есть, если мы возведем в квадрат, то получается b2 в квадрате равно произведению b1 и b3. Проверяем. Второе число возводим в квадрат. Находим произведение двух крайних членов, которое из-под корня не извлекается. Значит, невозможно получить и арифметическую, либо геометрическую прогрессию, если последовательность состоит из 3 членов. Так, хорошо. Так, у нас еще остается время. Давайте еще одну задачку разберем. По окружности расставлены 48 ненулевых целых чисел с общей суммой 20. При этом любые два стоящих рядом числа должны отличаться не более чем на 7. И среди любых 4 членов подряд идущих чисел должно быть хотя бы одно положительное. Среди 48 таких чисел найдите наибольшее возможное количество положительных. Так, пусть у нас по условию, пусть предположим, что имеется p положительных чисел. Предположим, что их 45 штук среди 48. И все эти 45 чисел равны единице. В сумме 45 членов у нас получается 45. Теперь мы рассуждаем, от 45 сколько надо отнять, чтобы получилось 20. Возьмем любые числа. Допустим, возьмем минус 6, и минус 13, и минус 6, которые в сумме дают нам минус 25. У оставшихся 3 чисел в сумме дается минус 25. И проверяем. От 45 отнимаем 25, это получается 20. Так, и вот тут еще оговаривается в условии, что любые два стоящих рядом числа должны отличаться не более чем на 7. То есть вот представьте себе ситуацию. Здесь у нас 45 единичек. 45 единичек. Следующее число должно отличаться не более чем на 7. От единицы отнимаем 7, это минус 6.
От минуса 6 отнимаем 7, это минус 13. И к минусу 13 прибавим 7, это будет минус 6. То есть получается 45 единичек. И 3 следующих числа возьмем отрицательные. Условие не более чем на 7 у нас выполнено. Значит, ответ пишем: наибольшее возможное количество положительных чисел равняется 45. Вот это условие не более чем на 7 у нас выполняется. Так, успеем, не успеем. Давайте еще одну задачку посмотрим быстренько. Учитель в школе ставит отметки от 1 до 5. Средний балл ученика 4,625 тысячных. Какое наименьшее количество оценок может иметь ученик? Мы все с вами оцениваемся по электронному журналу. И среднее арифметическое у нас составляется тоже таким же образом. Давайте предположим, что мы имеем n оценок. Сумма этих оценок возьмем за s. Тогда среднее арифметическое равняется 4,625 тысячных, которое в виде смешанного числа можно представить как 4,5. Или в виде неправильной дроби 37/8. Мы получаем, что сумма этих оценок равна 37, а количество этих оценок равно 8. Давайте подберем. Ну, допустим, 5 умножить на 7. Это просто подбираем, ребята. 5 на 7 это 35. Ну и 35 сколько надо прибавить, чтобы получилось 37? И прибавим одну двойку. Получаем 37 разделить на 8. То есть наименьшее количество наших оценок должно равняться 8. Так, ну все, ребята, мы сегодня с вами разобрали достаточное количество 18 заданий. Вам стоит рассмотреть хотя бы пункт А для того, чтобы повысить свой первичный балл на экзамене. Всем успехов, ребята, в экзамене и хорошей сдачи ЕГЭ. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.